Добрый день, уважаемые коллеги. Так, наверное, по экрану вы видите. Меня зовут Лязат Кузековна Насханова. Я учитель русского языка и литературы в средней школе-интернат для одаренных детей имени Амая. Так, сегодня моя тема – приемы формирования читательской грамотности. Читательской грамотности. Так, читательская грамотность. Мы уже несколько уже месяцев, обсуждаем эту проблему. Так, для формирования читательской грамотности обучающихся на уроках можно использовать следующие технологии, методы и приемы. У меня сегодня идут приемы именно читательские для формирования читательской грамотности. Это технология развития критического мышления, стратегии работы с текстом и учебные ситуации, которые возникают у нас на уроках. Так, вы видите цель представить систему работы по формированию, развитие умения ориентироваться в источниках информации, находить, перерабатывать, передавать и принимать требуемую информацию, пользоваться разными стратегиями при ее переработке, отвергая ненужную и неверную, как говорится. Читательская грамотность – это способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Так, эпиграфом нашего урока идет у нас чтение – это как путешествие, где каждая книга открывает новый мир. Джеймса Хьюстона. И, как говорится, начнем, наверное, мы уже сразу же с технологии критического мышления. Так, какие читательские умения есть у нас? Понимать информацию, содержащуюся в тексте, преобразовывать текстовую информацию с учетом цели дальнейшего использования, применять информацию из текста в измененной ситуации, критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации. Так, дальше у нас идет именно технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы у нас идет. Так, какую эффективную технологию выбрать, которая позволила бы говорить, позволила в полной мере научить учащихся мыслить, анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать события, факты, не бояться высказывать свою точку зрения, как повысить познавательный интерес учащихся. На мой взгляд, все эти вопросы решает технология развития критического мышления через чтение и письмо, которое позволяет создать на уроке атмосферу партнерства, совместного поиска и творческого решения. Так, интегрирование информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей, представления, строить умозаключения, логические цепочки доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. Критическое мышление ученика – это один из видов интеллектуальной деятельности, характеризующийся высоким уровнем восприятия, понимания объективности подхода к окружающему информационному полю. Это комплекс навыков и умений, использование которых способствует демократизации учебной среды, а также обеспечивает ситуацию успеха для каждого ученика, что в свою очередь способствует осознанному критическому и оценочному восприятию информации, креативности. Технологии критического мышления актуальны на современном этапе развития общества тем, что осуществляется направленность на практическое использование. Педагогу предлагается большой набор приемов, способствующих активизации учебного процесса. Акцент делается на формировании социальных навыков.
Внимание обращается на способы, приемы, позволяющие добывать знания. Технология направлена на развитие собственного мышления. Технология направлена на формирование ответственности за собственное обучение, учит отслеживать собственное понимание и собственное продвижение. Инновация использования технологий развития критического мышления заключается в следующем. Данная технология представляет опыт практической реализации личностно ориентированного подхода в обучении. Учащиеся сами конструируют процесс обучения, опираясь на конкретные цели, самостоятельно определяют конечный результат. Технологии ориентированы на развитие навыков вдумчивой работы с текстом информации. Так. Дальше мы используем технологию именно Синквейн. Что такое у нас Синквейн, да? Синквейн – это пятистишье. Пятистишье, которое можно использовать, писать абсолютно по любому предмету. Но все же особую любовь к этому французскому заданию испытывают учителя русского языка и литературы. Синквейн – это один из видов технологий развития критического мышления. Он может быть использован на разных стадиях уроках, да? Так, слово «синквейн» происходит от французского слова, которое обозначает «пять», в вольном переводе «пять вдохновений» или «пять удач». Таким образом, синквейн – малая стихотворная форма, короткое литературное произведение, характеризующее предмет или тему, состоящую из 5 строк, которые пишутся по определенному плану. Так, алгоритм. Какой же здесь алгоритм? Самый первый идет у нас. Первая строка – это ключевое слово, обычно существительное или местоимение, название стихотворения, тема синквейна, определяющая содержание. Вторая строка – это два слова, прилагательное или причастие, описывающие тему, выражающие главные мысли. Слова можно соединить предлогами и союзами. Третья строка – это три слова. Глаголы или деепричастия, характеризующие действия, относящиеся к теме. Четвертая строка – это четыре слова, предложение, фраза, показывающая отношение автора к теме, афоризм в виде пословицы, крылатого выражения, цитаты. И пятая строка – одно слово, обычно существительное, синоним или ассоциация, повторяющая суть темы, слово резюме. Четкое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Например, для улучшения текста в четвертой строке можно использовать 3 или 5 слов, а в пятой строке 2 слова. Да? Возможны варианты использования и других частей речи. При внешней простоте формы синквейн – быстрый и мощный результат для рефлексии, синтеза и обобщения понятий и информации. Он учит обучающихся осмысленно использовать понятия и определять свои отношения к рассматриваемой проблеме, используя всего 5 строк. Интересно использование синквейна в качестве средства творческой выразительности. То есть для чего используют, с какой целью используют учителя на уроке? Умение написать – это короткое литературное произведение, развивает речь обучающихся, обогащает словарный запас. Составление синквейна требует от ученика умения находить в учебном материале наиболее важные элементы, делать выводы и выражать все это в кратких заключениях, то есть подготавливает их к краткому пересказу. Автор синквейна должен обладать глубоким знанием темы, иметь по ней собственное мнение и высказывать ее по определенным правилам. Таким образом учит формулировать идею, ключевую фразу, позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом. Получается у всех. Обычно это все ученики, как говорится, с удовольствием пишут эти синквейны. Синквейны – это превосходный способ контроля. Так, они небольшие по объему, составлять их очень несложно и довольно интересно. При помощи синквейна можно несколькими словами выразить всю суть литературного героя. Учитель при этом не только экономит время, но и проверяет одновременно прочитанность текста, глубину его понимания и способность ученика грамотно выражать свои мысли. Составляя синквейн, каждый ученик реализует свои таланты и способности, интеллектуальный, творческий, образный. Если задание выполнено правильно, то синквейн получится эмоциональным. Так, и какой же мы синквейн тут составили? Синквейн. Так, Антуан де Сент-Экзюпери, сказка «Маленький принц».
Так, первый у нас идет ключевое слово, это маленький принц. Само название такое же, да, идет у нас. Дальше идет у нас вторая строка, прилагательное и причастие. Искренне, ищущие. Третья строка – это три слова. Здесь они у нас глаголы идут. Верит, любит, думает. И четвертая строка – это фраза, показывающая отношение автора к теме. Идеал чистой души. И, конечно же, пятое идет у нас синоним или ассоциация, повторяющая суть темы слова резюме. Настоящий друг у нас идет. Так, дальше у нас идет кластер. Так, что такое у нас кластер? Кластер. Так, это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. Последовательность действий проста и логична. Посредине чистого листа, классной доски, написать ключевое слово или предложение, которое является сердцем идеи, темы. Вокруг накидать слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы, модель планеты и ее спутники. По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. Так, то есть это у каждого из спутников, в свою очередь, тоже появляются спутники, устанавливаются новые логические связи. В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет информационное поле данной теме. В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила. Не бояться записывать все, что приходит на ум, дать волю воображению и интуиции, продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. Постараться построить как можно больше связи. Так, сейчас я вам покажу. Так, система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как поле идей, следует конкретизировать направление развития темы. Это у нас кластер именно идет. Что я знаю о числительном? Так, прием «Лови ошибку». Учитель читает текст с намеренно внесенными ошибками. Евгений Онегин жил в Москве. Он любил поэзию, гулять по лесу и мечтать о природе. Однажды он познакомился с Анной Карениной. То есть я даю вот такую вот, как говорится, ошибку допускаю, да? Ошибка какая? Неправильное место жительства, да? Увлечение героя или смешение персонажей из разных произведений, да? И, конечно, задача ученика в чем состоит? Он должен найти эту ошибку. Какая же произошла ошибка? И те ученики, которые знают этот текст, конечно же, сразу очень быстро находят ошибку эту. Так, здесь идет логическая цепочка. Мы постоянно каждый год изучаем Александра Сергеевича Пушкина, да, его биографию, постоянно повторяем. И, конечно же, многие все-таки биографию Пушкина прекрасно знают. Так, здесь идет это логическая цепочка, то есть биография Александра Сергеевича Пушкина. Там, где он родился, где он учился, да, кто его заметил, да, что он делал в Петербурге, да, село Михайловское, что это за село такое, ссылка на юг, какие это были города, что он там написал и так далее. Это, конечно, бесконечно. Можно вот такую логическую цепочку. Кстати, дети очень любят, ученики любят именно вот эту логическую цепочку. Потом лови ошибку, вот это самое интересное. Так, дальше у нас идет такая очень, как говорится, очень популярная, я так считаю, для многих учителей. Это вот такая работа, как тонкие и толстые вопросы, да? Тонкие и толстые вопросы – это способ организации взаимоопроса обучающихся по теме, при котором тонкий вопрос предполагает репродуктивный, однозначный ответ, а толстый, проблемный, требует глубокого осмысления задания, рациональных рассуждений, поиска дополнительных знаний и анализ информации. Да? Ну, обычно она представляется как в виде таблицы, которую обучающие заполняют и озвучивают друг другу с целью получения ответов на поставленные вопросы. То есть тонкие вопросы – это вопросы, которые не требуют развернутого ответа. Они предполагают однозначные ответы, скорее воспроизведение знаний, чем размышления
и рассуждения, да? Так, толстые вопросы обычно это более такие глубокие вопросы, более сложные вопросы, проблемные вопросы, да? Так, на первом этапе учащиеся учатся по таблице задавать вопрос, записывая в таблице продолжение каждого вопроса. Сначала они сами придумывают тонкие вопросы, потом толстые вопросы. Второй этап учащиеся учатся записывать уже вопросы по тексту. Сначала тонкий, а потом толстый. Третий этап при работе с текстом обучающий с каждой части записывает в каждую колонку таблицы по одному вопросу, который после чтения задают своим товарищам. Для того, чтобы учащиеся успевали записывать вопросы, необходимо при чтении учителю останавливаться. То есть это тоже для вас, конечно же, очень такая знакомая тема, известная тема. Да? Так, прием словарики. Прием словарики, ну, это, наверное, тоже понятно, да, уже, особенно для тех, кто преподает в казахских классах, ну, и в таких русскоязычных классах тоже словарики обязательно нужны, потому что в текстах иногда бывают такие слова, которые не всегда бывают понятны ученикам. И они, конечно же, занимаются поисковой работой исследовательски, ищут в словарях Ожегова, Даля, именно или в словаре иностранных слов, да, ищут именно значение этого слова. То есть это, конечно же, при первичном чтении произведения обучающие читают текст карандашом, подчеркивают те слова, значения которых им непонятны. Затем необходимо попросить встать тех ребят, кому все слова в тексте понятны, и у кого нет подчеркиваний, и организовать разъяснение непонятных слов. При необходимости используются различные словари. Да? Так, дальше. Так, видеть, слышать, чувствовать, пополнять речевую память учащихся, да? Дальше. Обогащать словарный запас обязательно. Вот эти все, конечно, все работы, которые мы только что я вам показала, и то не все, вы же знаете, как очень много вот этих вот работ у нас, да, таких вот технологий. Продуктивно усваивают учебный материал ребята, да, потому что они самостоятельно все это делают творчески, увлеченно делают. Им это интересно, потому что они сами ищут это все. И, естественно, читают текст именно самую читательскую грамотность развивает, да, прививается эстетический вкус, да, так, формируется собственное мнение и высказывает, аргументирует его. То есть они имеют свое мнение, конечно же, да. Это самое главное для наших ребят. Так, эссе. Эссе – это тоже у нас очень такое популярное у нас вот, задание, которое ребята уже очень быстро пишут его. Это жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной, философской, эстетической, моральной, социальной проблемы. Смысл этого приема можно выразить следующими словами. Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю. Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится самостоятельность, проявление индивидуальности. Так, и, конечно же, обычно эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по времени занимает не более 5 минут. Ну, у нас, конечно, 5 минут не получается, у нас получается немножко больше. Целесообразно использовать как небольшое письменное задание на стадии рефлексии. Различают 5-минутное эссе, 10-минутное, а также более продолжительные и трудоемкие сочинения в 5-минутном эссе. Это вид письменного задания обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме, то есть, как говорится, обобщить все это. Для учителя, для учителя это возможность получить обратную связь. Поэтому обучающимся можно предложить 2 пункта. Что они узнали по новой теме и задать один вопрос, на который они и так не получили ответа. Вот это вот именно эссе, который, кстати, очень часто у нас пишется у наших учеников. Мы и на дом задаем эссе на свободную тему, и эссе еще пишем в классе по заданной теме. Например, какую-то тему пришли, обязательно после этого. Так, теперь у нас идет именно вторая часть. Вторая часть – это у нас стратегия работы с текстом. То есть это стратегия, при которой чаще до начала или во время чтения пытаются предсказать, о чем будет идти речь в тексте. Это помогает настроиться на восприятие и активизировать мысли. Перед чтением ученики могут по заголовкам, иллюстрациям или видению попытаться угадать, о чем будет идти речь в тексте.
Во время чтения учащийся обновляет свои предсказания на основе того, что они уже узнали. Пример задания. Предложите ученикам прочитать заголовок или главы книг и сделать предположение о содержании. После чтения они сравнивают свои предсказания с реальным содержанием текста. Вот, например, отрывок из одного текста, который мы проходим в 9 классе. Несмотря на то, что избу Дарьи вскоре планировали сжечь, она все же решила побелить дом. Утром она разжигала печь и убиралась в своем жилище. Она прибиралась и чувствовала, как истончается, извивается всей своей энергией. И чем меньше оставалось дела, тем меньше оставалось и у нее самой. Да? Это именно вот такой текст, где там было задание такое «Дерево предсказания». Именно вот эта стратегия работы с текстом, именно по тексту они должны были прочитать именно этот отрывок, где там концовка идет, где именно ученики должны предсказать, что же произошло все-таки с Дарьей, как она вышла с этой ситуации, что она сделала, жива ли она или что с ней случилось. Да? И, конечно же, ребята предсказывают. И, конечно же, они стараются все на оптимистической волне предсказать вот это, как говорится, дальнейшие события, дальнейшую судьбу самой Дарьи. Да? Так, дальше. Потом они после чтения сравнивают. Они же не знают концовки. И на уроке дается вот такое задание. И домашняя работа – дочитать эту главу и сравнить свои предположения, свои предсказания с реальным содержанием текста, как говорится. Да? Так, вот здесь вот у нас идет еще какой... Деятельностное чтение, да? Деятельностное чтение – это направлено на выполнение практических заданий во время чтения. Она помогает глубже осмысливать информацию и делать текст более понятным. Так, например, моделирование текста идет здесь. После чтения текста ученик составляет схему, диаграмму, карту или план, что помогает ему организовать информацию. Словарная работа обязательно, выделение незнакомых слов и выражений, поиск их значения, составление предложений с новыми словами обязательно. И перефразирование. После прочтения ученик пересказывает или перефразирует прочитанное, тем самым проверяет свое понимание. Так. И пример, например, задание. После прочтения отрывка ученик должен выделить основные факты, идеи, аргументы и представить их в виде схемы или карты, например. Вот здесь еще стратегия идет 3 вопроса. Эта стратегия помогает учащимся работать с текстом на нескольких уровнях для уточнения фактов, анализа информации и выражения собственной точки зрения. Да? Например, что происходит? Поиск фактов и основной информации. Почему это важно? Анализ значимости событий, идей, аргументов. Что бы вы сделали в такой ситуации? То есть обязательно критическое осмысление, выработка собственного мнения. То есть именно самое важное, именно оценка именно этого дается. И после прочтения текста ученики отвечают на эти 3 вопроса. Что описывается в рассказе, почему это событие важно для этого героя или героини, или героев, да, и как бы вы поступили в подобной ситуации, например. Так, для проверки читательской грамотности учащихся, да, можно использовать различные подходы, включая тесты на понимание текста, анализ ключевых идей, работу с фрагментами литературы и критическое осмысление прочитанного. Вот несколько примеров заданий, которые помогут проверить уровень читательской грамотности. Так, здесь идет отрывок, и нужно ответить на эти вопросы. Отрывок из произведения, например, из романа. Лесная тропинка вела вдоль реки, и каждый шаг по ней был как встреча с новым миром. Птицы пели, а ветер шептал секреты. Далеко впереди виднелся старый дуб. Какие вопросы здесь? Так, какую атмосферу создает автор в этом отрывке? Что символизирует старый дуб в контексте текста? Какие ощущения вызывает описание природы? Так, пожалуйста. Какую атмосферу создает автор? Что символизирует старый дуб? И какие ощущения вызывает описание природы? То есть лесная тропинка вела вдоль реки, и каждый шаг по ней был как встреча с новым миром. Птицы пели, а ветер шептал секреты. Далеко впереди виднелся старый дуб. Так. И, конечно же, выберите правильный ответ. Прочитайте фрагмент текста и выберите правильный вариант ответа на вопрос. В каком времени происходит
действия отрывка в настоящем, прошедшем или в будущем. Перепишите текст с изменениями, прочитайте отрывок, а затем перепишите его, изменив его с точки зрения другого персонажа или автора. Так, и задание на анализ текста. Найдите в тексте метафоры или эпитеты и объясните их смысл. Пример. Туман окутал деревню, как холодная вуаль. Объясните, что символизирует метафора «холодная вуаль». Какова основная тема произведения? Пример. После прочтения рассказа ученику предлагается ответить на вопрос о теме произведения, выделив ключевые идеи, такие как любовь, дружба, борьба, поиски смысла жизни. Вот такие вот наши идут. Ага. Так, стратегия 3 вопроса. Что происходит, поиск фактов основных, почему это важно, анализ значимости событий, идей, аргументов. Что бы вы сделали в такой ситуации? Вот это вот я уже вам задавала этот вопрос, да? Так, и заключение, да? В чем заключается стратегия? Как говорится, работа с текстом. Это помогает учащимся не только воспринимать информацию, но и активно взаимодействовать с ней, что способствует так, более глубокому усвоению материала, развитию навыков анализа и критического мышления. Использование этих стратегий на уроках развивает умение учиться, формирует уверенность в собственных силах и способности работать с разнообразной информацией. Вот именно стратегия работы с текстом идет у нас. С помощью карт и схем ученики могут наглядно представить взаимосвязи между элементами текста. То есть здесь очень много используется диаграмм, карт. Так, дальше у нас идет так, учебная ситуация. Учебная ситуация, вот это вот прием тоже, который используется в читательской грамотности. Да? Так, конечно, дети с помощью учителя обнаружат предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразует, например, переформулирует или предлагает свое описание и так далее, частично запоминают. Мы рассматриваем учебную ситуацию как особую организацию учебного процесса, примерно на 15, 40 или 80 минут. Главное в такой организации – результат и самостоятельная работа учащихся по поиску нового способа действия, формированию новых умений. Наша задача в том, чтобы организовать условия, провоцирующие детское действие. Заданной структуры учебной ситуации нет. Мы предлагаем следующие структурные элементы, которые могут варьироваться по постоянным элементам. Будут планируемые результаты системы вопросов и заданий, система оценки. Ну, как всегда. Вот она, наша структура. Угу. Структура учебной ситуации. Структура учебной ситуации, которую я вам предоставила. То есть здесь идет у нас что? Название учебной ситуации. Название учебной ситуации, оно должно заинтриговать обучающихся, мотивировать их на учебную деятельность, чтобы именно надо как-то заинтересовать наших учащихся. Дальше идет учебная тема. Учебная тема, в рамках которой может быть использована та или иная учебная ситуация. Третье. Планируемые результаты, которые будут достигнуты при решении учебной ситуации. Да? То есть мы должны запланировать, какой должен быть результат, какой я могу получить результат, вот, например, от этих вот действий, например, учебной ситуации. Да? Так, дальше. Краткое описание самой учебной ситуации для обучающихся. Здесь указывается, что ученики предстоит сделать, каким образом они должны это все делать. Это может быть индивидуальная работа или работа в парах, группе, в зависимости от того, каких результатов мы хотим добиться. Так, дальше идет у нас задание для обучающихся, выполнение которых приведут к запланированным результатам. То есть мы должны все распланировать заранее. То есть это план идет, четкий план расписания всего, как мы распишем вот эту нашу работу, как мы будем проводить эту учебную ситуацию. То есть полностью структура учебной ситуации, как мы обычно все учителя, нам знаете, да, мы должны все запланировать, расписать, приготовить все вот эти материалы, да,
вспомогательные для детей, для учащихся. Так, и это в учебной ситуации желательно прописать каждое действие, которое ученик должен совершить, чтобы достичь запланированных результатов. Особенно это касается учебных ситуаций для средних классов. Да, старшеклассники уже могут самостоятельно справиться с планированием. Важно, любое действие должно быть зафиксировано или в тетради, или в рабочем листе. Поэтому мы рекомендуем использовать глаголы деятельности. Да? Сделать, записать, использовать, организовать, спланировать. Да? Так, дальше у нас идет критерии оценивания задания. Ну, как обычно, мы должны все оценить, нашу работу с учениками. Да? Здесь следует уточнить, оцениваться может только одно конкретное задание, а не несколько, да? При выполнении которого обучающиеся применили новые умения, способы действия, открытые им в ходе работы. Вот это именно ваша именно работа, учеников работа, которые должны они все это выполнить, эту работу. Да? Дальше. По учебным ситуациям у нас есть задание, да? Учебная ситуация номер 1. Так, учебный предмет русский язык, возраст учащихся 8 класс, название учебной ситуации, спор о книгах, планируемые результаты личностные, формирование ценностного отношения к чтению и книгам, метапредметные, умение анализировать и интерпретировать текст, формулировать аргументы, высказывать мнения в письменной и устной формах. Так, и предметные освоение навыков построения текста рассуждения. Вот это вот учебная ситуация, которую мы должны использовать при тексте. Спор о книгах– это размышление о значении книг в современном мире. Да? Здесь идет в центре спора вопрос, способны ли книги оставаться важной частью нашей жизни в эпоху цифровых технологий. Какова главная тема спора о книгах? Вот такие вопросы мы должны задавать. Да? Какие аргументы можно привести в защиту книг? Почему, по вашему мнению, некоторые считают книги устаревшими? Что дают человеку, что книги дают человеку, кроме информации? Могут ли цифровые технологии полностью заменить книги? Так. Краткое описание задачи для учащихся. Да? Вам предстоит обсудить, почему книги важны в современном мире. Так. Перед выполнением заданий вы должны прочитать цитату из высказывания Константина Паустовского. Книга «Величайшее чудо из всех чудес, созданных человеком». Так, в группе обсудить вопросы. То есть это групповая работа, конечно же. В группе обсудите, согласны ли вы с этим утверждением. Приведите примеры из жизни, литературы или кино, чтобы подтвердить или опровергнуть это мнение. Работа в группе. Назначьте ответственного за ведение дискуссии. Это же учебная ситуация, поэтому мы должны все планировать. Фиксацию главных идей должны ответственно найти, составление текста, представление итогового рассуждения. То есть кто-то, каждый отвечает за каждый свой отдельный фронт работы. Да? После завершения работы написать сочинение рассуждения на тему, почему книги важны в наше время. Затем оцените свою работу и работу других групп по предложенным критериям. Полнота аргументации, убедительность и языковая грамотность должна быть в первую очередь. Присоединяйтесь к этой работе. Так, учебная ситуация номер 2, то есть нам даются 2 текста. Учебный предмет русский язык, учебная тема создание текста, описание, возраст учащихся 8 класс, название учебной ситуации, опишите город мечты. Планируемые результаты, личностные, развитие воображения и творческого мышления, метапредметные, умение анализировать языковой материал, строить связной текст описания, работать в группе, ставить цель и планировать действия. Предметные, умение использовать языковые средства для создания выразительного текста. Да? Именно описание же здесь идет. Город мечты.
Это место, где природа и современные технологии существуют в гармонии. Улицы утопают в зелени, в каждом дворе парки и фонтаны. Все здания экологичные и энергосберегающие, а транспорт бесшумный и безопасный. В городе мечты живут люди в уютных домах, работают удаленно или в креативных пространствах, а свободное время проводят на фестивалях, музеях и на спортивных площадках. Здесь каждый чувствует себя в безопасности и окружен заботой, ведь главные ценности города – это уважение, равенство и радость жизни. Какие главные черты описывает город мечты? Как в городе мечты сочетаются природа и технологии? Какие преимущества экологичных зданий и транспорта упоминаются в тексте? Где жители города мечты проводят свое свободное время? Какие ценности лежат в основе жизни в этом городе? Вот это вот текст, на который где-то 5 вопросов, и там первым тоже 5 вопросов было, да, на которые должны ответить вопросы, да. Опять же, прочитать текст, краткое описание задачи, да. Так, перед выполнением задания должны прочитать рассказ о городе будущего из произведения Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» или другой текст, выбранный учителем. Обсудите в группе, каким вы представляете идеальный город. Работа в группе. Назначьте ответственность за контроль времени, запись идей, проверку текста, представление результата. После завершения работы создайте текст описания, используя обсужденные идеи. Оцените работу своей группы и других групп по предложенным критериям: логичность, оригинальность, языковая точность. То есть мне тоже, наверное, нужно ответственного за контроль времени. Ну, у нас есть Жанат. Так, задание, выполнение которых приведет к достижению запланированных результатов. Так, прочитать текст «Спор о книгах», прочитать текст «Город мечты», подготовить чтение в группе, да, то есть они должны уметь хорошо выразительно читать. Так, оценить чтение своих товарищей по критериям, предложенным в вашем рабочем листе, предложить свой вариант и оценить свою работу и работы каждой группы. То есть здесь идет совместная работа, групповая работа. И дети, конечно же, по несколько раз читают. То есть они узнают очень много нового, анализируют, они развивают свой, как говорится, речь свою развивают, да, узнают много новых слов, потому что здесь еще и словарная работа же есть, потому что некоторые, не все понимают вот эти вот значения некоторых слов. Поэтому, конечно же, здесь идет очень много работы, такой в нескольких аспектах. Так, дальше. Так, какие же вот таблицы идет? Вот именно, как говорится, оценивание. Так, умения какие должны быть? Находить и извлекать информацию. Вот о чем мы все время говорим, да, вот читательская игра в чем состоит? Это самое первое, это находить и извлекать информацию, да, к этому вопросу. Какие главные черты описывает город мечты, да? Делать выводы на основе информации, представленной в одном фрагменте текста, да, какие ценности лежат в основе жизни в этом городе, да, и делать выводы на основе информации, представленной в одном фрагменте текста. Как вы думаете, возможно ли создать такой город в реальности и почему? То есть здесь вопрос обобщения, анализа, да, то есть вы должны уметь делать выводы, наши ученики должны уметь, самое главное, делать этот вывод. Так, пожалуйста. Я, как говорится, благодарю вас за внимание, да. Так, слушаю ваши, как говорится, отзывы. Так, и, конечно же, здесь вы должны... Здесь вопросы идут, да? Если вы смогли ответить, можете ответить на эти вопросы. Какие главные черты описывает город мечты? Как в городе мечты сочетаются природа и технологии? Какие преимущества экологичных зданий и транспорта упоминаются в тексте? Где жители города мечты проводят все свое то есть свободное время? Какие ценности лежат в основе жизни в этом городе? Так, пожалуйста. Я слушаю вас, дорогие коллеги. Так, так, покажите, пожалуйста. Леба подняла руку там. Кто там? Окей. Окей, Диба. А? Ага. Шахтинская. Добрый день. Здравствуйте.
Ольга Владимировна, Слушаю вас. прослушала семинар, к сожалению, не совсем поняла. Сегодня грамотность чтения должна была быть. У нас буквально на днях будет, естественно, грамотность чтения проверено, потому что мода будем полностью, значит, детей 15-летних садить и тесты делать. Вы рассказали, конечно, о многих, скажем, технологиях, но конкретно, почему не было практики, непонятно. Потому что мы делали, выходили на практику, и, естественно, полностью учителя должны были видеть, что конкретно мы будем делать на этом, получается, на этом тестировании. Поэтому вот хотелось бы узнать, у вас прям вот файлы есть, которые выходят на наше тестирование? Нет? Понятно. Ладно, спасибо. Так, вам тоже спасибо за конструктивную критику. Я все приму во внимание. Мгм. Вам участник, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня видно? Я вижу экран ваш. Экран вижу. Ага. Что-то не могу подключиться. Так, вот теперь видно, а опять вы пропали. А сейчас Я опять вижу только этот компьютер ваш. Мгм. Так, здравствуйте. Я вас вижу. здравствуйте. Ага, так. Мгм. Вот, теперь увидела. Мгм. Добрый день. Я хотела по поводу первого вопроса. Главные черты описывает город. Какие главные черты описывает город мечты? Это Так, гармония, да? да, гармония, ага. Потом экология, наверное. Да, чистый воздух там, мгм. Мгм. Энергосберегающие эти. Мгм. Мгм. И культура. Свободное время проводит на фестивалях, музеях. Да, да, очень много культуры, конечно же. Вот Мгм. именно это город мечты, как получается так. Мгм. Спасибо. Мгм. Так, спасибо. Мгм. Ну и последний вопрос, это какие ценности лежат в основе жизни в этом городе? Это уважение, равенство и радость. Радость. Мгм. Это Хорошо. уже как бы. Так, спасибо вам большое. Мгм. Уважаемые коллеги, в чате отправила вам полностью семинары, которые действительно рассказывают, что такое Кстати, работа с текстами. Это Ольга Владимировна, извините, пожалуйста. И задания, которые можно отрабатывать, пусть предыдущих лет, но, по крайней мере, действительно можно поработать с детками. Спасибо.
Всем вам доброго дня суток. Спасибо вам всем за замечания, за то, что вы свое время потратили на то, чтобы послушать меня. Я, как говорится, очень рада вас всех видеть. И очень рада, что я участвовала в этом. До свидания, всего вам хорошего. Мгм. Спасибо большое. Я лично не потратила время, провела. Мгм. Спасибо большое. Мгм. Хорошо, можно не отключать, пока семинары Да, да, скачиваются? скачиваются документы. А, Еще семинар пару минут. скачивается, да? Спасибо. Ну, мы тоже скачиваем его. Да. Мгм.